Сегодня мы поговорим о мишарях. Что на сегодня известно о мишарях? Это то, что они, по-моему, самые громкие в татарской нации, кто кричит и бьет себя в грудь и говорит: мы самые настоящие татары. И известно, что они с башкирами в каком-то войске воевали. Расскажите, пожалуйста, кто такие мишари? Ну вот начнем с простой вещи. У меня на руках книжка, которая вышла в Башкортостане. Дом дружбы народов издал на государственные деньги. Нарисованы мещеряки. Я как этнограф утверждаю, что это русские мещера здесь нарисованы. А вот эти вот рога у девушки, Вот это... как раз это традиционная одежда русские мещеры. Ну, к татарам мишарям имеет мало отношения. Тем не менее, вот сейчас вопрос возник, с какой целью данная брошюра была скомпонована. Я думаю, что башкортостанские политтехнологи решили как бы немножко расколоть татарскую нацию. Они здесь пишут, что мишари есть самостоятельный этнос. Там, мол, они сыграли важную роль и процессы, которые в Башкортостане происходили. Но имеет в виду, что мишари состояли в башкирском мещерятском войске. Такое было действительно. Как служилые татары, мишари, они занимались военными делами казачьего типа. Но, однако, вот если взглянуть на прошлую историю мишарей, то там можно обнаружить очень много интересного. Я хотел бы начать с наименования мишари. Как полевой этнограф, я, начиная от Тамбова до берега Волги, прошел мишарские села, как этнограф. Несколько сот населенных пунктов мы там изучили. И у меня в вопросике был вопрос, кем вы себя считаете? Ну, татарско-мишарские села. Нигде мишари не сказали, что они мишари. Все время говорили, что они татары. И вот когда я добрался до Волги, с левого берега Волги казанские татары сказали, там живут мишари. То есть это вот наименование, которое возникло на основе взаимоотношений казанских татар и татар правобережья Волги. Но на самом деле по документу очень четко видно, что имеется в виду мещерские татары. Это вот есть мещерская низменность. Касимовское ханство имело столицу Мещерский городок. И вот на основе этого мы в документах и в крымских постоянно видим такие термины. Мещерские татары, татары-мещеры, иногда мещерены. Но мещерян – это наименование этникон, привязанный к земле нефти, вроде туляк, например, от Тулы. Такое наименование. И вот потом это наименование на основе того, что казанские татары считали их немножко другим образованием, так оно и было, прикрепился к мишарям. И долгое время в документах они фигурировали как мещерские татары в сокращенном виде мишари. И вот особенно это было распространено на территории Приуралья, куда мещерские татары начали переселяться по указке наших государей московских, как служилые татары уже в XVI веке. Они участвовали в основании города Уфы, кстати, и там осели. Они вот там назывались и записывались мещеряки. То есть люди, татары, вышедшие с территории мещерской низменности, это наименование за ними сохранялось довольно долго. Как сословная группа, они вот как раз татары, живущие уже на территории Башкирской ССР, вплоть до 26 года, они вот были записаны во время переписи частично как мишари, как мещеряки. Но опять-таки вот в документах мы четко видим, что далеко не все татары, вышедшие с правобережья Волги, себя именовали мишарями. Очень часто в документах вот 26 года переписи мы видим тюменцы, тюменнер, алатырсы, алатырлар. Ну, иногда пишут мусульмане себя. То есть вот, хотя в это время уже и национальное самосознание развивалось, но еще были локальные наименования такие, так что термин мишари отнюдь не был общераспространенным. Поэтому, когда вот кто-то ищет во всех мишарях одинаковый этноним, это на самом деле не так. Документы об этом не говорят. Это чей-то конструкт может быть в голове, а так этого нет. Ну, в этнографической науке принято так считать, что имеется мишарский субэтнос, татарско-мишарский, можно сказать. Это культурные различия есть между казанскими татарами и мишарями. И есть языковое различие на уровне диалектов, потому что мишарский диалект довольно своеобразный, и он участвовал, правда, в формировании национального языка.
потому что многие мишарские элементы, они легли в основу национального татарского языка. Ну, из-за того, что чуть не большинство татарских писателей были мишарского происхождения. Начиная от Хади Такташа, там, заканчивая Габдрахманом Абсалямовым, там многие, очень многие. Мы даже сегодня вот сидели, считали, сразу назвали 15 человек там известных татарских писателей. Они участвовали в формировании национальной культуры. И вот поэтому как бы пытаться отделить их от татарской общей массы, я думаю, что невозможно, потому что у них самосознание точно татарское, и мишарская общность активно участвовала в формировании национальной культуры, национального языка. Деятели культуры, как я уже сказал, были мишарями. Но, правда, вот взглянуть на их историю стоит, потому что оттуда мы извлечем совершенно не те выводы, которые вот здесь заложены. К сожалению, эта книга, она очень неграмотная. Ну, я уже сказал, сделана совершенно конкретной целью расколоть татарский этнос, но ничего не получится. Однако такая цель здесь заложена. Кстати, на государственные деньги издан этот Дом дружбы Башкортостана, функционирует на бюджетные деньги. Значит, это особая политика. Но мы на эту политику смотреть не будем. Мы сейчас займемся вот немножко историей мишарей. Здесь вот сидит Максум Акчурин. Ну, скромно скажем, князь Акчурин. Потому что от знаменитого Акчуры происходит. Его предки имеются жалованной грамоты 1509 года ведь. Да, и он изучал вот историю мишарей. Ну, татар правобережья будет лучше сказать. 16-17 веков. Он немножко заглянул и в более ранний период. Вот посмотрим, каким он выводом пришел. Максум, прежде чем ты о своих выводах скажешь, я, наверное, задам вопрос из соцсетей, да, из аудитории, которая нас любит смотреть. Скажи, пожалуйста, у мишарей есть свой опыт государственничества? У мишарей, если мы говорим вообще о татарах, которые жили там в Мещерском уезде, то есть исконная вот область, когда Мир Мамлевич сказал, где они обитали, изначально это был Мещерский уезд, такая историческая область, Мещера, или называли ее Мещерой. Она располагалась на границе вот, Рязанской области, Мордовия, там, ну и немножко там Нижегородской области. Вот на стыке вот этих вот субъектов нашей страны там вот была такая историческая область Мещера, она называлась. Нет, потому что вот очень часто говорят, что и пишут даже, что мишари сформировались в рамках Касимовского ханства. Вот как вы считаете, там так оно, нет? Вот, дело в том, что Мещера это такой непростой историческая область, и она имела внутри себя непростую структуру. Так. И было Касимовское ханство, там Касимовское царство его называют, и оно располагалось в западной части Мещеры. И это территория, которая, ну, уже там с ордынских времен, скажем так, считалась частью русских княжеств. То есть фактически Касимовское ханство было образовано на территории, там, и как там Иван III писал, там, в моей вотчине. То есть это как бы территория русских княжеств. А вот основная масса мишарей, ну, предков мишарей, кого мы сейчас называем, татар, они жили в восточной части Мещеры. Эта восточная часть, это уже бывшие ордынские области. И когда они вошли уже в состав Московского государства, их административно включили в состав вот этого большого Мещерского уезда, который потом распался там, на Кадымский, Темниковский уезд, Шацкий уезд. То есть вот поэтому вот эта вся область, она вся называлась Мещерой. И татар называли, как Дамир Иванович сказал, уже переселенцев из этой области называли мещеряками. Но вот если посмотреть по документам именно 16 века, то вот такой термин, как мещеряне, он существовал. И в 16 веке мещерянами называли русских дворян. То есть русское служило сословие, мещеряне, они служили по Мещерскому уезду, ну так же как владимировцы, там, ну вот в таком плане. Вот. И впервые, наверное, не то, что впервые, как бы татаро-мещеряки у нас появляются уже в других уездах, там в Свияжском уезде, в Казанском уезде. Ну, очевидно, что это просто переселенцы из Мещерского уезда. Подожди, а как не запутаться? Вот русские мещеряне и татары-мещеряки. Как не запутаться? Это географический термин. То есть мы скажем так, это термин географический. Была область такая Мещера. Вот. Внутри нее жили вот в западной части, которая как бы изначально была русской частью. Ну, в основном там сначала жили русские помещики, русские дворяне.
Вот. Там же располагалось в Мещере и Касимовское ханство. Вот. А в восточной части Мещеры, там, где уже начинались мордовские земли, татарские земли, там жили татары, там русских помещиков там было очень мало. То есть есть там дело в поиске Пушкаря в середине 17 века, и там воеводам говорится: опросите всех русских помещиков, и он докладывает, что в Темниковском уезде нет русских помещиков, здесь только татарские помещики. Вот я хочу поспорить немножко, все-таки маркировкой. Вот есть такие понятия: казанские татары, сибирские, астраханские татары, мещерские татары. На самом деле ведущее звено этого понятия – это столичные центры. Казань, Астрахань, Сибирь. Мещера – это название города Касимова, старинное название города Касимова, то есть столица Касимовского ханства. Просто территориальность получается. Да, это географические номинации, которые отчасти имели и этнический смысл, потому что некоторые местные сообщества фиксировались таким образом. Поэтому нельзя сказать, что вот происхождение термина мишари совершенно случайно. Там некоторая закономерность есть. То есть это действительно люди привязаны к конкретному географическому ареалу, и этот термин немножко имеет оттенок и этнического понятия тоже. Ну, этникон называют в науке. Такое обозначение нечто среднее между географическим и этническим понятием. Поэтому, хотя население, вот, абсолютно согласен, это татарское население было. Вот, тебе же удалось установить даже, вот кто такие темниковские татары, по твоему мнению? Ну, вообще у нас вот в самых ранних источниках, которым мы можем доверять, то есть письменных источниках, большинство татар, которые там жили в Темникове, причем в самом раннем источнике, да, они как бы все городские жители. То есть они жили в самом городе. Вот, это служилые татары, он там делится на категории. Как они сформировались, откуда взялись эти служилые татары, это мы говорим о первой половине 16 века. Где они обитали там в 15 веке, да, никаких у нас нет источников, да. Мы просто можем догадываться, там, сделав анализ, как бы, вообще вот, там, общеисторической как бы, части там, по 15 веку, что эти территории перед тем, как войти в состав Московского государства, они находились в подчинении Большой Орды. То есть, там есть, если рассуждать, то есть они не принадлежали ни Казанскому ханству, они не входили в состав Касимовского ханства, то есть поэтому там есть некие косвенные там свидетельства, которые говорят о том, что они могли входить или подчиняться, по крайней мере, Большой Орде. Вот это речь идет о 15 веке. И вот Бахсу удалось сформировать целый пул идей. Он изучал княжеские линии, и фактически там удалось установить, что есть ряд княжеских линий, и там были вотчинные владения, которые были связаны с княжескими фамилиями. Вот, кстати, мы очень часто от башкирских историков слышим, что у них вотчинное землевладение было. Оно и здесь было, и в Мещере. Ничем не уступало там башкирскому землевладению вотчинному, такого же типа, но оно было просто неплеменным. Хотя вот княжеские линии говорят, что, может быть, какие-то кланы здесь были. А можно поподробнее все-таки? То есть у татар были вотчинные права в российском государстве? Это вообще тема такая, на самом деле, очень важная и очень интересная. Важность вотчин вообще в чем заключается, что все самые ранние документы, которые мы возьмем, даже вот там по Казанскому краю, там, по Чувашии, то есть самые ранние документы, которые мы обнаруживаем, там, даже ханские ярлыки, они все связаны с вотчинами. То есть вотчина – это тема такая очень важная, это очень такой ценный источник. Вот. Если говорить о мишарях, то в чем их уникальность? Что большая часть мишарей, именно по численности, да, они входили в служилое сословие. Вот. И как служилое сословие всего московского государства, начиная там со второй половины 16 века, они получали оклады в виде поместий. То есть это пашенные там наделы, там дворы. Вот. Но кстати, а численность сколько было в Мишере, по твоему мнению, по подсчету? Суммарно, если вот посчитать по головам, то по всему Мещерскому уезду где-то было, это включая и касимовских татар, включая темниковских, там, кадымских, цненских, их было порядка 2500 человек.
То есть вот когда, извиняюсь, всякие досужие рассуждения есть по поводу того, что от Казанского ханства чуть не завоевали вот эти отряды касимовских и мишарей, это полная ерунда на самом деле. Они участвовали, да, но их было не так много на самом деле. 2500 по меркам средневековья. Это большие корпорации на самом деле. Воины фактически, да. Да, это служило, даже вот по московскому государству, если брать, все служилые люди, то есть это не помещики были, они служили по городам. И это были такие городские корпорации. И, собственно, вот эти татарские корпорации, они были достаточно многочисленны. Там, вот если взять город Кадым, там по разрядным книгам там, до 800 человек достигало. Ну, это большое число. Большая группа, да. Причем каждый вооружен еще, наверное. они должны были сами себя содержать, сами, в том числе и там, в военном отношении, то есть обмундирование, доспехи, оружие. По европейским понятиям рыцари это были, военные люди рыцари. Ну, как бы средневековое, в том числе и московское государство, и как любое другое средневековое государство, это была такая большая военная машина. И, значит, были люди, служилые люди, ну вот, если мы говорим о татарах, это служилые татары, они, собственно, все свое время проводили в военных походах. Другая часть населения государства должна была обеспечивать их. Это были крепостные крестьяне, то есть, ну, они тогда не крепостными еще были, но это были крестьяне, которые работали на их поместьях. А другие категории населения, там, вот если брать местные народы, вот мордва, ну нет такого народа мордва, были мокши и эрзи. Да. Вот мокши и эрзи, которые там же вот жили в Мещерском уезде, они с одной стороны платили оброки, а с другой стороны они точно так же привлекались к постоянной службе, там их набирали один с 3 дворов, то есть у них была своя численность, потом у них также были свои пленники, там литовские, польские, то есть все государство участвовало вот в этой военной, были участием в этой военной кстати, машине. Это любопытное различие. В Казанском ханстве, на территории Казанского уезда, было большое число ясачных татар. Ну, ясачно-чуваш тоже назывались, это особая тема. Но вот здесь, там, где Мещера, там практически ясачных татар почти не видно. Есть чуть-чуть, основная масса ясачек – это местные финно-угры. А кто был в подчинении у татарских помещиков вот этих вот в Мещерской земле? Вот татарский помещик – это воин. Соответственно, ему государство выделяло в качестве оклада вот, земельный участок, и, соответственно, на нем должен был кто-то работать. Вот, и они привлекали вот, на свои земли русских крестьян. Соответственно, вот русское население, основное, которое, вот, если взять это Мордовию, да, это потомки крепостных крестьян, которые были у татарских помещиков. Это оно жило само по себе. Татары не могли мордву привлекать в качестве крепостных крестьян. То есть оно было достаточно самодостаточным было. Мокша, Эрзя. Вот. И возвращаясь к тому, за счет чего они жили. Значит, я что имею в виду? Была категория ясачников. Вот это мордва. Они очень похожи в этом плане на башкирских ясачников. То есть у них тоже были свои вотчинные владения, земельные угодья, закрепленные за ними. И они вот там добывали мед, там шкуры, там и так далее. А татары немножко по-другому жили. Вот чуть не как городское население, много служило татары, но они тоже должны были на чем-то хозяйство держать. Но они не были крестьянами, поэтому они вынуждены были привлечь со стороны крестьянства. Скажем, у касимовских татар были крестьяне и татары тоже. У касимовских татар, в центре вот Касимовского ханства. Но вот в других местах, вот как Максим сказал, русские привлекались. Причем мы не можем сказать, кто эти татары были там. Иногда дворовые татарские люди там встречаются и у мещеряков, ну, вернее, у татар, которые там в Мещерском уезде, да, мы о темниковских говорим, кадымских. Может быть, это пленные там крымцы. Ну, то есть мы как бы здесь ничего не говорится. Вот. Ну, то есть единично такое встречается. Так вот, подходя к тому, сейчас мы поговорим как раз вот и про мордву, и про татар. То есть это вторая половина 16 века, им наделяли поместья. Но вот вопрос до того, как им стали наделять поместья, за счет чего они жили. И документы показывают, что главной их собственностью это были вотчины. Но вотчины это не просто там пашня, которая по наследству передается. Вотчинами назывались именно промысловые
лесные, там, лесостепные угодья. То есть это вот эти места, там, бортные ухожения. Говоря современным языком, недропользователи, да? Совершенно верно. То есть это промысел, который мог приносить доход. Охота, там, рыболов, места рыбной ловли, вот так они назывались. Туда же, вот мы говорим про лесные угодья, там татары занимались, и мордва, кстати говоря, добычей этих птиц, ловчих птиц, там, ястребов, там, соколов, да. Получается, что вот большие, огромные пространства, там, вплоть до реки Хопра, там, до Воронежа, если брать на восток, то это вот там Пензенское, Засурье, туда. Вся эта территория, хоть там и не было населенных пунктов, но это были все вотчины, они были разделены, и как Мокши и Эрти владели этими вотчинами, так и служилые татары тоже владели этими вотчинами. Причем по документам нигде не сказано, что они за эти вотчины платили. Вообще вотчины, что такое? Я сказал, что вотчины это промысловые угодья, но главным владельцем вотчин был государь. И все, кто ими владели, должны были платить оброки. Оброк – это арендная плата за пользование вотчин. Но вот татары, они свои оброки не платили. Кстати, интересно, что... Служба, видимо. Да, платили. Соответственно, это было их служебная вотчина. Тарханны иногда называют. То есть редко, такие значения редко, такие названия редко попадаются. Почему? Потому что у нас в основном документы 17 века, а в 17 веке вотчины уже не имели такой роли. И вообще хозяйство 17 века, хозяйство 16 века, оно сильно отличалось. Те же крестьяне Мокша, Эрзия, в основном они уже становились земледельцами. Вот. Хотя до этого основным видом хозяйства было это как раз мед, меха. И у татар то же самое, они становились помещиками, и поэтому земледелие, возможно, из-за того, что производительность. Вот здесь, Максим, есть интересная вещь, на которую обратить надо внимание. Как было сказано, татары сидели по городкам, по крепостям, и такое впечатление возникает, что это было продолжение предыдущей истории золотоордынского времени. Может быть, какие-то военные отряды, которые контролировали сбор ясака с местного населения, и раньше также сидели еще до русского завоевания. Они там так и могли остаться. И поэтому татары Мещерского края, они немножко некомпактно проживали, то есть по отдельным территориям, по уездам будущим, по городкам, и поэтому они, в отличие от казанских татар, у них такого сплошного этнического массива не было. У казанских татар этнический массив сплошной обеспечивали ясачные татары. Их было много, и там помещики сидели отдельными кустиками, но общая масса была. А вот у мишарей немножко, поэтому она культура немножко раздробленная была, народная культура, из-за того, что они растительно жили. Но это не значит, что у них своей культуры не было. Своя культура была, но она была специфической. Вот, скажем, такие крупные праздники, которые были казанских татар, Джин, например, у мишарей отсутствовал такой праздник. Из-за вот такого специфического казачьего характера расселения. Я думаю, что это потом сыграло важную роль и в дальнейшем в истории, в том числе в этнической истории, в этнокультурной истории мишарей. Это мы должны иметь в виду. И потом локальное различие культуры мишарей тоже существует. Вот Максим сказал, что Темниковская, это большой Темниковский уезд, там татары, которые оттуда выселялись, и позже даже башкирии назывались тюменнерш, тюменцы. То есть у них было локальное самосознание, культурные особенности, и по языку, вот как раз по культурным особенностям, они тянут на юг. То есть это действительно, скорее всего, бывшие кочевники, которые там выполняли специфические функции, и там и остались. И поэтому есть другие мишари, которые, вот так называемые сергачские, северные мишари, у них в языке и в культуре есть финно-угорские элементы. То есть здесь были явно какие-то субстратные элементы. Вот мы не должны забывать, что до прихода монголо-татар здесь тоже проживало значительное мусульманское население. Как Альфред Хасанович спокойно говорил, булгаризированные буртасы, он так писал. Поэтому субстратный элемент здесь был. Он был, скорее всего, родственный с булгарами. Поэтому вот изначально мишари имели какую-то общность с казанскими татарами, в том числе и в этническом аспекте. Попробую немного резюмировать. Вы уж меня простите за мой современный язык. В общем, кто такие мишари? Это такая своеобразная военная рыцарская каста, сословие, которое, в принципе, было помещиками. У них были вотчинные земли,
на которых работало как и русское население, так и татарское, получается. Немножко не так. Мордовское население не привлекалось к ним. То есть, Мордовское не привлекалось, но вот русские татары были в подчинении татарских помещиков. ну, были и крестьяне. У меня такой вопрос. Тоже, опять же, резюмируя, получается, вот татары как бы вселились в землю Мещеря, это все перенеслось к ним как этноним, и вот они взяли чемоданы и выехали в сторону современного Башкортостана. Как они там оказались? Ну, государственная политика, как служил татар, вот я уже сказал, мишари участвовали в основании города, крепости Уфы. И они вокруг были поселены там. Если вы внимательно посмотрите, вокруг Уфы татарский населенный пункт в основном состоит из мишарей. Чешминский район вот там и севернее. Это как бы охранные отряды, которые границы охраняли. И потом до 18 века вот они в основном по защитным линиям переселялись. С 18 века, когда вот была попытка насильственной исламизации и татарские мужзавладения свои потеряли, вот они лишились своих крепостных крестьян, кто не хотел креститься. Они уже как крестьяне дальше выселялись вот на территории Башкортостана современного, ну, Приуралье, скажем так, где свободные земли были, они там поселялись и стали местным населением фактически. И что самое интересное, мишари, которые переселились в Приуралье, они там сильно перемешались с другими группами. И башкортостанские мишари сейчас очень трудно отделить от общей татарской массы. Они и язык потеряли, языковые особенности практически. Вот этот диалект, получается. Да, ну, да, они диалектальные особенности очень слабые в Башкортостане. И поэтому, когда раздают всякие возгласы, вот там мишари, Башкортостан это другой народ, это просто смешно, потому что их невозможно никак отделить. Они там уже перемешаны. У меня друзья есть из этой среды. Поэтому я прекрасно знаю, что это полное такое мифологическое построение, такое глупое довольно, что мишарей надо отделять как-то. И я вот могу сказать, что процессы переселения, они ведь фактически все Заками заселили. Вот у нас в Татарстане южная часть Закамская линия, ну, западная Заками практически из мишарей состоит, так ведь, Максим? Да. Я вот еще отвечаю на самый первый вопрос там, Ильнура по поводу государственных институтов, которые там действовали. Опыт государственничества. Да, дело в том, что как только эти территории вошли в состав московского государства, вот, правительство российское оставило за местными элитами функции внутреннего управления. То есть и татарские князья, которые до этого жили там, они управляли и мордовским населением, и мордовское население жило там по белякам, но это фактически по властям, то есть они управляли властями, а сами группировки или корпорации служилых татар, они были по городам, но вот допустим, взять город Темников, а в нем был как бы татарский наместник, ну, из рода вот Яникея, Тенишева, и он был, как, мы можем его тоже считать как князем, который управлял некой своей мордовской группой, да, но он был старшим из князей, из других князей. Это, видите, такая ордынская традиция. Он был старшим из других князей, и он выполнял роль наместника над как бы всей татарским населением Темниковского уезда. Мэром, что ли, был города? Воевода. Вот, да. Он был фактически воевода. То есть при нем потом появился и второй воевода, русский воевода, да, но именно наместнические функции были за вот Яникеем Тенишевым, ну да, это вот за его отцом. Он получал с города специальные доходы, те, которые там в других русских городах получали наместники и воеводы. Вот это очень интересно. Фактически мишари с русскими раньше столкнулись. Они оказались интегрированы в систему государственной власти. И раньше, там, чем казанские татары? Да, намного раньше. И фактически они из-за этого вот стали представителями власти, местной власти. Но хотя сохранили свои позиции. Это, кстати, примерно такая же ситуация была и в Сибири, когда русская администрация быстро вовлекла в оборот служилых татар, и они тоже там были интегрированы в эту систему. Но это русская власть так поступала везде. Но мишари особенно вот первые столкнулись, и поэтому у них влияние русской культуры на них было более сильное. И это в языке видно тоже, и в других народных даже праздниках, там вот особенно у мишарей есть всякие праздники, связанные там с яйцами там, красили яйца там и так далее. Ну, это влияние русской культуры православной. Но они от этого мусульмане не переставали быть, но тем не менее вот специфические особенности возникли. И когда вот я говорю, что
у мишарей, я об этом недавно во время выступления сказал, у них этническая культура была слабее, чем у казанских татар. Я имел в виду, что она была немножко более подвергнута русской культуре, и у них не было таких элементов культуры, которые были характерны для более крупных этнических массивов татар. У них локальные особенности были более сильные, но это не означает, что мишари не участвовали в формировании национальной культуры. Вот это четко надо сказать. Вот буквально перед началом передачи мы специально сидели, подсчитывали, сколько писателей из мишарей вышли в национальный период. Вот Зачитайте. Такташ, Галимджан Ибрахимов, Абдрахман Абсалямов, Шариф Камал, Кауи Нажми, Кауи Латып, Наби Даули, Фатхи Бурдаш и так далее. Я только вот навскидку, мишарские писатели, вышедшие из мишарей, чуть не большую часть составляют татарские элиты вот, писательской среды начала конца 19 начала 20 веков. То есть они сыграли в мишаре очень важную роль в формировании национальной культуры. Поэтому... Купцы, спонсоры, кстати. Это да. Вот это особый разговор, кстати. Потому что многие видные деятели, элита предпринимательская, вышли тоже из состава мишарей. Смотрите, а вот Фикрат Табеев, руководитель ТАССР, он же из Касимова? Нет. Азеевский, он азеевский мишарин. Азеевский мишарин? Да. Азеево — это крупное село, которое там, это бывший Кадымский уезд. Да. Вот. И это старая фамилия, там, Табеевы, они там, это служилые татары. Так что и политические элиты там, и вот культурная элита, она мишарский компонент очень сильно включила, поэтому как-то попытка мишарей вычленить из состава татарской нации, это нонсенс на самом деле, потому что, когда я вот иногда смеюсь, говорю, что это, есть такое выражение, как коймак, то есть элитная часть татар, это на самом деле правда. Мишари во многом составили элитную часть татар, они и раньше были элитной частью. Вот казанские татары свою служилое сословие свое практически потеряли во время взятия Казани. Очень мало осталось. А мишари полностью были служилым сословием, и это как раз и есть стопроцентный золотоордынский настоящий татары, на самом деле, которые вот этот слой и представляют до настоящего времени. Ну, они по своим докладам о своем происхождении там, говорят, что вот вышли, там, или предки наши вышли из Золотой Орды, хотя, возможно, что многие, или даже там значительная часть жила здесь и во время Золотой Орды, но здесь нет противоречий, то есть это же территория была в составе Золотой Орды. Вот тут надо особо сказать о татарах-мишарях как о исламском сообществе. Конечно, они были мусульманизированы очень давно, то есть золотоордынский период, по меньшей мере, но я сказал, что еще до монгол-татар там уже мусульмане жили, то есть некоторые, может быть, еще раньше были мусульманизированы, предки. Но, конечно, сейчас происходят интересные процессы, вот я тоже наблюдаю, часто езжу по этим районам. Среди некоторых групп татар-мишарей как-то происходит процесс окукливания некоторых мусульманских сообществ. Там крупные села есть, они экономически самостоятельные, от государств не зависят. И вот у них сейчас как бы исламский фактор вышел на первый план. Он замещает их вот эту вот мишарскую идентичность? Можно сказать, даже замещает, может быть, немножко светскую культуру. Вот это было связано с государственной политикой. Преподавание татарского языка было ликвидировано в последние годы советской власти там, и сейчас тоже. И они долгое время жили, фактически обучались в русских школах, язык тоже теряли постепенно. Но они сопротивлялись и нашли вариант обращения к исламу и замыкания в себе как в исламском сообществе. Это такая возможность сохранить, да, свою идентичность через ислам. Вариант литовских татар, кстати, вот так пошли. Конечно, это не полноценный вариант на самом деле, потому что светская культура, если у них не будет развиваться, но вот сейчас я с большим трудом представляю, чтобы оттуда вышел какой-то Хади Такташ. Там нет уже такого багажа нет. Значит, остается, Казань должна туда транслировать национальную культуру, получается. И вот это немножко как бы нас разобщает чуть-чуть. И поэтому, когда мы будем выбирать линию развития татар в целом, мы должны обратить внимание вот и на это. Ислам, он укрепляет нашу идентичность, но если будет идти только совместно с собственной этнической культурой, со светской культурой. А без этого ислам может как бы привести к замыканию вот в таком в узком мире. Это, я думаю, что неправильный путь. Максум, ты с этим согласен? Ну, вы знаете, я по поводу отношения к исламу скажу, что к религии, особенно вот там в старые времена, в исторические времена, там есть споры
там, что, может быть, они, там, ну, есть же свидетельства, что там алкоголь могли там где-то употребить. Но вот есть интересные записи англичанина, звали его, по-моему, Джон Перри, капитан, которого Петр Первый, то есть это времена Петра Первого, там для строительства канала в Камышинке. Камышинка это где? Это между Доном и Волгой, там пытались построить канал, и он там был инженером, его туда как бы взяли на работу в качестве инженера, и он там встречался с татарами. Ну, там разные народы были, он там как бы не напрямую пишет, но он указывает, что там были в том числе работники, там мордва, татары, черемисы, и были еще благородные, как он говорит, дворяне, всадники, тоже из этого же народа, которые должны были там охранять. И ему удавалось беседовать, и у него беседы были такие именно религиозные. И вообще, вот я читал, когда это перевод на русский язык, причем перевод был сделан еще в 19 веке, когда я читаю этот перевод на русский язык, я смотрю, что там прямо фразы, то, что рассказывали эти татары, прямо из там современных каких-нибудь сайтов, как вот нам на русском языке сейчас доносят, основы там столпы ислама, они ему рассказывали, что вот, причем он не догадался, что они магометане, и говорит, что они рассуждают как магометане, да, хотя по фразам, ну, явно, что это мусульмане говорят, они говорят, что есть Всевышний, Творец всего сущего, его нельзя изобразить, его нельзя представить. Все, мусульмане. Да. Они говорят, что он нам дает сюда жизнь, и по окончанию мы к нему вернемся. Но прямо вот такие фразы, прям как на современном языке. Причем он рассказывает, что он все время с ними беседовал, ему эти разговоры его впечатлили, вот именно религиозные. Нет, вот, извиняюсь, надо тут четко знать, что мишари действительно были сильно исламизированы. И мы даже знаем ряд случаев, когда мишарские имамы сделали мусульманами сибирских татар. Вот, например, они в барабинских степях действовали. Уже в 17-18 веках были там мишарские проповедники. Есть конкретный документ по этому поводу. И прямо сказано, что они там вот окончательно исламизировали барабинских татар. Что интересно, вот этот Джон Перри, англичанин, который там свои сочинения там написал, и в своих воспоминаниях он рассказывает, что за все время его пребывания в России именно вот эти люди, с которыми вот он общался, он считает их самыми грамотными, с которыми ему приходилось общаться. То есть вот такое вот интересное его замечание. Ну, высокая оценка татар-мишарей, на самом деле. Говорят, что в Башкирии все имамы-мусульмане, это на самом деле те еще мишари. Это правда? Многие, во всяком случае. Многие. И из них были муфти тоже, поэтому тут приходится фиксировать активное участие вот мишарей во всей татарской жизни и в исламской жизни тоже. А вот этот вот муфти Тевкелев? Ну, он скорее из касимских татар, хотя спорный вопрос, потому что его генеалогия не совсем ясная. Я считаю, что он касимский татарин, но, возможно, другие варианты. Кстати, в 16 веке часть касимовских татар, кстати, это такая политика была, им раздавали поместья, там уже не хватало на исконных своих землях, там, в том же в Темниковском уезде, там, и в Кадымском уезде, они туда подселялись, стали служить уже по Кадыму и по Темникову, и, собственно, они уже влились в эти корпорации и как бы отделились от своих касимовских корпораций, поэтому там мы берем фамилии Чанышева, например, да, мы их сейчас все называем там мишарскими фамилиями, да, родами, а они изначально, причем они принадлежат к роду Аргын, то есть они от касимовских князей идут. Четкую границу провести невозможно между касимовцами и мишарями, на самом деле. Сейчас уже, да, то есть миграции были очень большие, эти группы смешивались между собой, там в Пензенской области, если брать, то есть они уже все там перемешаны. Кадымские, Темниковские, Цнецкие, Касимовские, и все эти потом эти группы, они уже уходили на восток. Поэтому я их называю татары правобережья Волги. Все вот эти группы, они имеют достаточно большую общность. Ну, культурная особенность до сих пор сохраняется. В Уфимском уезде интересно, что мещеряками могли называть и, да, вот когда Дамир Миронович говорит, правобережных, то есть выходцами из горной стороны, из Свияжского уезда, и служилых, и не служилых татар, то есть их могли тоже называть мещеряками, и потом, есть свидетельство, что это отчасти стало сословным названием, да. Там, и даже там потомков каринских князей тоже могли записать в мещеряки, как служилое сословие. Вот такие факты. Они, может быть, единичны, но такие факты тоже есть.
даже романовских татар, то есть их там скопом всех, романовских, свияжских, темниковских, кадымских, касимовцев, они все мещеряки. А романовских татар это нагайцы. Романовские, да. В общем, что мы можем сказать о современных мишарях? Вот, Какое можем им послание сделать? Ну, посыл такой, это составная часть татарской нации, очень важная составная часть. И они сыграли важную роль в формировании национальной культуры татар-мишари. И до сих пор являются неотъемлемой частью и существенным компонентом, который играет и в сегодняшней жизни очень важную роль. Ну, надо иметь в виду, что многие мишари сейчас в столичном центре живут, занимают важные позиции, кстати, и в духовной сфере. Поэтому казанские татары и мишари – это как бы два важных крыла вот, татарской нации. Но есть у нас и другие элементы существенные, но мишари и казанские татары занимают наиболее видные позиции вот, в рамках татарской нации. Спасибо вам за интересную беседу.